Приближается Новый год. В каждой семье с нетерпением ждут этот праздник. Мы отправились в Приморское, чтобы узнать, как жители пострадавшего в результате взрыва боеприпасов села будут встречать 2018 год. 13 домов, согласно принятому решению специальной комиссии, не подлежат восстановлению. На их месте строятся новые дома. 11 домов, практически первые этажи закончены. Заливается пояс и начинается кровля и все остальные работы. Два дома, один дом Джикерба, с графика немножко сбились по причине того, что когда копали фундамент, пошла вода и пришлось заливать сваи 5-метровые. И буквально сегодня завозится бетон, заливается фундамент в этом доме. И один дом, Тырзян, это дом, тоже оползневой участок, в связи с чем, решают вопрос с хозяевами этого дома, какой дом там строить, деревянный или блочный, и потому немножко там задержка. Работы ведут несколько разных фирм. Одна из них, Гудаута-стройсервис, занимается возведением 3 домов. Мы занимаемся проектно-сметной документацией всех объектов. Мы делали эскизные проекты под объекты и занимаемся возведением 3 зданий. От нуля, начиная с ленточных фундаментов, вот вы можете обратить внимание, монолитные ленточные фундаменты, здание само железобетонное, каркасное. То есть все здесь для того, чтобы оно было устойчиво для сейсмонагрузок и для того, чтобы выдерживало собственные нагрузки. Графики, в принципе, никто так конкретно не обозначал, мы работаем в полную силу, то есть я думаю, если с финансированием будет все хорошо, то мы в ближайшее время все восстановим. Один из домов принадлежит семье Лазба. Хозяин проводимой работой доволен. Очень хорошо работают, быстро работают, нормально, хорошо строят. Двухэтажный дом Тамана Трапш также в списке строящихся домов. Конечно, хозяину хотелось бы, чтобы строительство было завершено как можно быстрее, но самой работой Томан доволен. Первый подняли, второй идет полным ходом. И что я могу сказать? Работа хорошая. Это немножко тем строительства, потому что если холода пойдут, не знаю, как будет, но плохо будет нам вообще. Однако не на всех объектах кипит работа. Строительством нескольких домов занимается некая сухумская строительная фирма. Какая именно, нам не удалось узнать. Да и ее представителей мы в селе не нашли. Вот уже 3-й день, как рабочих наших забрали. По какой причине мы не знаем. Они сказали, вроде материала нету, надо подождать. Нам негде жить. Можете сами пойти посмотреть. Ой, не знаю, я с 2 детьми, без мужа. А вы живете в старом доме, да? Да, в старом доме живем. В аварийном состоянии, да, дом. Что касается остальных домов, пострадавших в результате взрыва, то в большинстве из них заменена кровля, окна застеклены, где необходимо, заменены и двери. Более 80 домов практически полностью заменена кровля. И оконные проемы во многих домах тоже выполнены. Ремонтные работы остаются, внутренние работы пока еще не начались. Несколько дней назад смету по этим работам подготовили. И как только будет финансирование, наверное, эти работы тоже продолжатся. Более 40 домов сметы подготовлены, дефектные акты по кровле тоже должны, как финансирование будет, эти дома тоже будут отремонтированы, надеемся. Некоторые жители, не дожидаясь помощи государства, самостоятельно провели внутренние ремонтные работы. Такие небольшие работы провели сами, небольшие работы. Да, там, где более серьезные работы, они ждут практически. У многих обрушенные потолки были. Фирма, которая занималась заменой окон, они и потолками тоже занимались. И во многих домах натяжные потолки были установлены этой фирмой. Во многих домах.
Как мы убедились, жители домов, возводимых с нуля, несмотря на то, что по-прежнему ночуют в аварийных помещениях, понимают, почему процесс строительства идет не так быстро, как хотелось бы. В основном недовольство выражают люди, в домах которых не так быстро проводятся внутренние ремонтные работы, или же им не нравится тот ремонт, который уже проделан. Помимо пострадавших жилых домов, в селе пока еще актуален вопрос очистки территории от неразорвавшихся мин и снарядов, которые из-за взрыва на складе боеприпасов разбросало на радиус около 1,5 километров. Это порядка 4,5 миллионов квадратных метров. Поиском и ликвидацией снарядов занимается гуманитарная организация по разминированию Hello Trust. По словам программного менеджера организации Исмета Заде, на сегодняшний день очищено более 1 миллиона квадратных метров населенной территории. До Нового года специалисты Hello Trust завершат работы по очистке приусадебных участков. Затем приступят к следующей фазе – поиску и ликвидации снарядов в прилегающей к участкам лесополосе. На исследование же всей территории при стабильном финансировании понадобится минимум 2 года. Неразорвавшиеся боеприпасы могут находиться не только на поверхности земли, но и в почве. Поэтому следующим этапом будет их поиск с миноискателями. Жителям села необходимо учитывать этот факт и быть предельно осторожными, особенно при обработке земли. Ирина Аршева, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.